Мусульмане планеты отмечают один из самых главных исламских праздников – Курбан-Байрам. В этом году он выпал на 28 июня. С утра в Сухумской мечети прошла праздничная молитва. Ид аль-Адха, Курбан-Байрам, Курбан-Нуха. Для мусульман это праздник радости, благодарности и сближения с Богом. Он отмечается через 70 дней после завершения священного месяца Рамадан и знаменует окончание хаджа, ежегодного паломничества мусульман всего мира в Мекку. Курбан-Нуха мусульмане Абхазии встретили, как и принято, с первыми лучами солнца. С утра с праздником мусульман Абхазии поздравил глава государства Аслан Бжания. От всего сердца поздравляю с праздником Курбан-Байрам. Это священный и радостный день, который мусульмане всего мира отмечают в знак преданности и веры, говорится в поздравлении. Президент пожелал приверженцам ислама мира, счастья и благополучия. Также мусульман Абхазии с праздником от имени Народного собрания поздравил спикер парламента Лаша Ашуба. Он отметил, что единое духовное управление мусульман Абхазии объединяет значимую часть граждан страны. Приверженцы ислама принимают активное участие в жизни нашего государства и молятся с надеждой на его лучшее будущее. Парламент Республики Абхазия желает, чтобы Курбан-Нуха принес мир и покой каждому человеку, говорится в поздравлении. Хвала Аллаху, сегодня мусульмане Абхазии, как и все мусульмане во всем мире, празднуют один из великих праздников ислама – Курбан-Нуха, Курбан-Байрам. По всему миру проходят праздничные намазы с утра, и мы также сегодня с утра, с 6 утра люди собирались внутри мечети, за ее пределами, потому что, к сожалению, она не вмещает всех желающих прийти, совершить молитву. Курбан-Байрам связан с именем пророка Ибрагима, который славился щедростью и великодушием. Он каждый год приносил в жертву большое количество скота и раздавал мясо бедным. Однажды Ибрагим сказал, что если у него был бы сын, он бы его не пожалел ради Всевышнего. Через некоторое время он забыл о своих словах и, переселившись в Палестину, стал просить у Бога сына. Но ребенок у пророка Ибрагима родился только в преклонном возрасте. Как сказано в Коране, ночью к нему явился ангел Джабраил и попросил исполнить волю Всевышнего, принести в жертву своего сына Исмаила. Всевышний Аллах не нуждается в человеческой жертве, но Он просит исполнить те обеты, которые мы даем. И поэтому ему было ниспослано исполнить свой обет. И он понял, что это не касается животных, а касается лучшего и самого дорогого, что у него есть, это его сын. После чего это известная история, когда он занес нож над сыном, но в последний момент Всевышний остановил его руку и сказал, что ты исполнил свой обет. С этого момента ты и все твои последователи, люди единобожие, будут приносить в жертву барашка во исполнение обетов и во исполнение тех предписаний религиозных, которые нам Всевышний послал. Именно с этим событием и связана одна из самых главных мусульманских традиций – жертвоприношение. Важно не просто приносить в жертву, а раздавать мясо и блюда из него бедным и нуждающимся. В течение праздника, который длится несколько дней, принято посещать родственников, встречаться с друзьями, угощать людей, вне зависимости от национальности и вероисповедания. Курбан-Нуха – это праздник, который напоминает о важности сострадания, щедрости и служения другим. Гугут Савардания, Константин Парулова, Сергей Каджая, Абхазское телевидение.